Из-за закрытия дорог и отказа таджикских властей обнародовать информацию в первые дни конфликта утверждалось, что только дома в Кыргызстане были сожжены или разрушены. Власти на второй день конфликта заявили, что в селе Баткенской области были подожжены 78 домов, 2 школы, медицинский пункт, 3 пограничных поста, детский сад, 10 заправок, Министерство внутренних дел и 8 магазинов. Всего через 3 дня таджикская служба «Радио Свобода» смогла приехать в общину Чорку, чтобы увидеть повреждения и поговорить с местными жителями. По словам жителей, в день столкновений было разрушено более 5 дворов. Один из них – дом мигранта Зияведина Акзамова. Он услышал новость о том, что его дом в России был разрушен. Его брат Хисамидин Азамов рассказал таджикской службе «Радио Свобода», что его брат в течение 5 лет упорно трудился в России, чтобы построить 4 подвала, но в ту ночь все они загорелись. «Мне ни о чем не жаль, мне жаль его Коран, который был сожжен», — сказал он. «Это все я.